Здравствуйте, с вами программа «Социум» и следующие 10 минут. С вами буду я, Нурсултан Джакабеков, и наш гость. Тема нашего эфира – стихийные свалки. У нас в гостях Эркинбаев Азамат, старший мастер санитарной очистки по Свердловскому району муниципального предприятия «Тазалык». Здравствуйте. Здравствуйте, Нурсултан. Азамат, начну с такого вопроса, очень легкого. Что значит стихийная свалка и почему возник вопрос о стихийных свалках в целом? Да, очень хороший вопрос, Нурсултан. Спасибо, что за передачу пригласили. Вот вопрос чистоты сейчас вопрос общегородского, общереспубликанского масштаба. Стихийная свалка, что у нас за вопрос? Вопрос это состоит в том, что стихийная свалка в разных улицах, именно на пересечениях, выброс домашнего отхода и всяких отходов на пересеченных дорогах. Это не установленных местах, где нет контейнерных точек. Ну, есть у нас жители города Бишкек, которые им безразличен город. Один МП «Тазалык» не может справиться с одной проблемой. Город наш один, столица одна. Мы должны все сплоченно командой работать за чистоту и за город. Стихийная свалка образуется очень просто. Человек пришел, бросил прямо на пересечении один пакет. Это уже осознанно люди идут и бросают дальше, не говоря уже о масштабном это получается. Да? Вот. Стихийную свалку у нас можно в городе встречать везде, на пересечениях. Что нам создает проблему? Проблема создается в том, что у нас дороги узкие, машин очень много, и мы сами же создаем проблему на дорогах. Мы не можем вот так проехать и без этого стихийной свалки. Нам надо специально останавливаться, тратить из графика времени и убирать это все. Ну как получается? Мы убрали, значит люди уже думают, здесь можно выбрасывать. И это продолжается. Быть, да? Так и должно быть. И это уже продолжается, да. Вот с физических лиц спрос очень, да, вот такой вопрос щепетильный, да, мы не можем, да, вот. Это на их вот к ответственности потянуть очень сложно. А вот юрлица, их можно, спокойно можно приходят, им объясняем, они уже впредь этого не повторяют и не делают. То есть здесь возникает такой вопрос, что значит это больше всего халатное, безалаберное отношение людей к собственному городу, к собственной стране, к собственной земле. Да, получается так. Есть ли у нас штрафы, куда нужно обращаться? Вот мы увидели человека, который выбросил мусор, где попало. Да, есть штрафы, есть в мэрии санитарно-экологическая инспекция. Там тоже вот по городу работают ребята, по всем районам, по 4 районам. Обращаемся туда, мы сами обращаемся. Приходят ребята, составляют, не приходят, не сразу оштрафовывают. Приходят, объясняют и пишут предписание на первый раз. Если такое же случается уже повторно, уже протокол пишется и направляется все вот административные районы города Бишкек по 4 районам. И, соответственно, там уже определяется размер штрафов. Вот так вот. Какие суммы могут достигать эти штрафы? До скольки? Для физлиц от 1000 до 3000 сомов, а для юрлиц от 5000 и выше. Замечательно. Сколько тонн мусора вывозят в день Тазалык? Тазалык в целом по городу, у нас отделов очень много. Отдел есть ТБО, твердых отходов, и есть санитарная очистка, да, отдел СО. Вместе мы где-то в день вывозим от 500 до 600 тонн мусора в день на свалочный полигон города Бишкек. Есть ли у нас в городе образцовая улица, где жители соблюдают Да, график? да, мы можем похвастаться. Есть одна улица, это находится улица Баха, на пересечении уже между Ахумбаева и магистрали. Есть образцовые люди, которые же живут, и им не безразличен этот город и эта улица, да. Они образцовые, ждут неделю, один раз машина приезжают, все дружно выходят, все складируются и увозятся. И вот мы считаем, это хорошая образцовая улица, улица Баха. То есть другим улицам, другим районам стоит взять пример? Стоит, да, взять пример и посмотреть улицу Баха. Если говорить об актуальном сжигании листвы, что делать с листвой? Вот хороший тоже вопрос. Сейчас вот сезон листопада. Сжигать листву запрещено. Почему? Категорически. Объясните, пожалуйста. Объясню это категорически. Это, во-первых, небезопасно. Город маленький, улица маленькая. Можно привести это пожар, да, в любом. Может очаг возгорания, да, начаться. Листву мы все каждый день собираем и вывозим в свалочный полигон. Если есть листва, у кого-то собрано, можно обращаться к нам, Тазалык, и, соответственно же, в Акимят, МТУ мы такие вещи не оставляем.
мы всегда идем для улучшения города, мы всегда сотрудничаем с людьми и с жителями города Бишкек. Мы поможем, всячески поможем и помогаем, и будем помогать, я думаю, дай бог. Мгм. Кстати, добавлю новость в целом для наших зрителей. Иногда стихийное отключение света возникает именно из-за сжигания листвы, поскольку линии электропередачи думают, что начинается пожар, они выключаются и приходится заново это все переделать. Ну вот смотрите, собрали листву, да, мы ее не сжигаем, но если ее никто не забирает, куда и как нужно обращаться? Ну, обращаться по району, можно обращаться в районную администрации или непосредственно в МП Тазалык к нам. Все, мы вопрос решим. Теперь самое главное, где собирается огромное количество людей, скапливание людей, порядок на рынках города. У нас очень много рынков, это и Ортусайский, и Ожский. Особенно, я так понимаю, возникают проблемы с Да. Ожским рынком. Ожским рынком, да, возникает проблема, потому что здесь Ожский очень большой рынок из города. Ну, много скапливается людей, и у нас что, вот пришли в рынок, ну, у нас как бы все, кушают фастфуды, возят, бросают и ссорят. Нет бы, да, вот не думает. И я хотел бы обратиться и прям на рынке, да, вот у нас, я вот именно тоже остановлюсь именно по своему району. У нас есть тоже такие проблемы. Аламединский рынок есть, вот Агемир рынок. Есть такие проблемы. Ну, вот от руководства вот этих рынков как бы помощи мало, да, в нашу сторону. А почему они это не делают? Это им не интересно или как? Ну, я не знаю, почему не интересно им. Ну, потому что здесь скопление очень много людей. Из-за этого рынка люди приходят в этот рынок. И получается место скопления очень большое. И за ними же убираться тоже очень плохо. И получается, как бы рынок тоже должен совместно к нам идти, дополнительно нам помогать и какую-то лепту тоже вносить. Замечательно. Ну что ж, Азамат, у вас есть возможность сейчас обратиться к горожанам, да, с просьбой не сорить в городе. Да, очень хороший момент. Пожалуйста, дорогие гости и наши горожане, не сорите наш город. Город один, столица одна. Тазалыку надо помочь, помогать. И сплоченно мы этот город сделаем чистым, зеленым, как и в продвинутых странах мира. И действительно, я также обращаюсь к нашим телезрителям, давайте мы подумаем о нашем городе, о нашей стране, о нашей земле, поскольку действительно от чистоты зависит не только наша жизнь, но и в целом будущее наших детей и будущее в целом поколения Кыргызстана. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был представитель муниципального предприятия «Тазалык», старший мастер санитарной очистки по Свердловскому району Эркимбаев Азамат Усимбекович. Большое спасибо. Спасибо. Еще раз, уважаемые телезрители, не сорите, где попало, а в целом нужно подумать о чистоте нашего города. Уважаемые телезрители, оставайтесь на канале Алату 24.